строительству новой блочно-модульной котельной для клинического перинатального центра Ингушетии приступили в июне этого года. Значительный объем работ уже завершен. Устройство котлована, фундаментов дымовой трубы, буронабивных свай, монтаж металлоконструкции зданий. Сейчас строители занимаются установкой основного технологического оборудования. До конца ноября мы планируем завершить сборку блочно-модульной котельной самой. На окончании у нас, в зависимости от погодных условий, может только остаться вертикальные планировки и благоустройство объекта. Пока строительство идет полным ходом, отопительный сезон в регионе стартовал. Обеспечивает тепло в здании все еще старая котельная. Правда, в более холодное время года ее мощности не хватает. Долгие годы эта котельная щедро делилась теплом с другими. Сооружение, подающее тепло медучреждения, функционирует с 2017 года. И с самого начала своей работы обеспечивала подачу тепла для двух 18-этажных домов, у которых долгие годы, как нам известно, не было собственной котельной. В 2020 году для домов-близняшек по указанию Махмуда Али Калиматова построили свою котельную. А вот перинатальный центр начал испытывать серьезные проблемы с подачей тепла. Из-за высокой нагрузки котлы пришли не в годность. С 2022 года на все огромное здание работал только вот этот один котел вместо 4. В связи с этим в медучреждении, где находятся младенцы и их мамы, постоянно происходили перебои с подачей тепла. Руководству центра приходилось подключать вспомогательные средства, чтобы обеспечить пациентов теплой водой и отоплением. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если на проблему не обратил внимания глава Ингушетии. В прошлом году он лично посетил клинический перинатальный центр, где подробно был рассмотрен вопрос. Наведем порядок. Просто так получилось, что там вот эти вот сироты, которые в доме жили, подключили. Ну ладно, эту проблему решили. Туда вложили более 40 миллионов, построили им там, потому что там вообще ужас был. Так было принято решение строить новую котельную. Вопрос обеспечения теплом РКПЦ Махмуд Али Калиматов взял на личный контроль. Были даны соответствующие поручения правительству региона. Перинатальный центр все-таки объект, где лежат младенцы и роженицы-родильницы. Вот такие вот перепады температуры, они недопустимы. Соответственно, мы поэтому кричали и звали помощи, чтобы нам помогли разрешить эту проблему, были услышаны. Благодаря поддержке Махмуда Али Калиматова был привлечен инвестор для возведения нового объекта. На строительство котельной выделено более 67 миллионов рублей. Все работы контролируются управлением капитального строительства. Я надеюсь, что с вводом в эксплуатацию данной котельни наши проблемы, которые были ранее по теплоснабжению, на этом закончатся. Подрядная организация, в свою очередь, гарантирует бесперебойное и эффективное теплоснабжение для больницы. Для новой котельной закупили современное высокотехнологичное оборудование. Котлы у нас современные, котлы у нас мощные, по 5 мегаватт, 2 котла у нас идет со 100% резервом теплового источника. На летний период горячего водоснабжения у нас идет 1,5 мегаваттный котел. Оборудование наше отечественное, на фоне объявленных санкционных мероприятий. Наше отечественное производство справляется с нашими потребностями, и качество котлов не уступает зарубежным аналогам. Энергоэффективная, автоматизированная и, главное, своя. Новость о строительстве котельной стала подарком для всех работников и жителей республики. Руководство центра, медперсонал выражают благодарность руководителю субъекта за решение их многолетней проблемы. Нам, перинатальному центру, как службе родовспоможения, руководство республики уделяет огромное внимание. И вот это вот строительство котельной – это тоже один из шагов, который говорит о том, что есть и внимание, и мы все-таки приоритеты выставляют руководство и правительство наше в пользу детей и беременных женщин, рожениц, родильниц. До этого по поручению главы Ингушетии в больнице провели капитальный ремонт системы отопления. Заменили радиаторы в количестве 3500 секций. Для этих целей были выделены средства из Национального фонда развития. А до запуска собственной котельной перинатального центра остается совсем немного. Подрядная организация обещает запустить пусконаладочные работы до конца декабря. Диана Дударова, Султан Магушков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.